В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Мошенники стали похищать деньги из банковских карт под предлогом привязки QR-кода о прививке от коронавируса. Кроме этого, появились случаи продажи фальшивых QR-кодов, которые ведут на фишинговые страницы, имитирующие официальные ресурсы. О новых видах кибермошенничества и как с ними борются правоохранительные органы поговорим сегодня с Владимиром Арбузовым, заместителем министра МВД по республике Саха-Якутия. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем разговор с показателей статистики подобных преступлений. Наблюдается ли рост киберпреступлений в Якутии в этом году и как эти цифры выглядят по сравнению с предыдущими годами? Наблюдается устойчивая тенденция к росту данных видов преступлений, как мы их называем, преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, куда входят и преступления с использованием мобильных средств связи, и интернет-мошенничество. Для примера скажу, если в предыдущем году у нас было таких преступлений зарегистрировано 1474, то в этом году у нас уже зарегистрировано только за 11 месяцев более 2477 преступлений. Что кроется за этими цифрами? За каждой цифрой это кроется судьба человека, конкретное физическое лицо, которое обманули интернет или кибермошенники. Здесь бы что еще хотелось бы заметить? Если мы сравниваем с 2018 годом, то в 2018 году общее количество данных преступлений во всей структуре преступлений, которые были совершены не только на территории республики, но и на территории Российской Федерации, их общее количество не превышало 2%. Сегодня на 11 месяцев их количество в общей структуре преступности около 20%. Вот представьте себе, за каких-то 3 года общее количество интернет-мошенничеств выросло порядка в 10 раз. В 10 раз. Сумма ущерба, которая причинена нашим гражданам, если в прошлом году это было 139 миллионов, тоже это огромная сумма, это за год. На сегодня, за 11 месяцев, эта сумма составляет 267 миллионов 130 тысяч рублей. И это не только прямой ущерб гражданам, которые они потеряли деньги. Очень многие граждане у нас берут кредиты для того, чтобы их отдать мошенникам. Сумасшедшие цифры, действительно. Ну а какие категории граждан являются наиболее уязвимыми? И как вот так получается, что люди идут, берут кредиты и дают деньги мошенникам? Если еще несколько лет назад мы могли четко говорить о том, что потерпевшими у нас являются лица в основном пожилого возраста, сегодня эта граница фактически стерта. Основные – это женщины от 30 до 45 лет. Но это основной костяк, наверное, так вот будет, можно сказать. А потерпевшие от 15, еще раз повторяю, лет, и верхняя граница возраста на сегодняшний день она не ограничена. Это и 60, и 70, и выше. Почему? Потому что дети у нас пользуются интернетом, совершают какие-то интернет-покупки, заходят на интернет-сайты. Это популярные сайты, там может быть и Авито, и Озон, и все что угодно. Как вот уже говорили, ведут на фишинговые потом сайты, на сайты подделки, заходят по определенным ссылкам, там их обманывают, то есть деньги перечислили и все, и до свидания, как по простому языку. Ссылка закрывается, сайт закрывается, соответственно, никаких денег не возвращается, и покупки, соответственно, не приходят. Ну, в ближайшие, наверное, последние 3 года, да, идет широкая информационная работа. Большинство население это знает о том, что работают мошенники и как они работают. Почему до сих пор продолжают вестись на уловки мошенников? Вы знаете, вот дело в том, что если правоохранительные органы связаны нормами морали, связаны с законом, то мошенники ничем этим не связаны, они не внушаются никакими средствами. Убеждают, представляются не только сотрудниками банков, но и сотрудниками правоохранительных органов, и прокуратуры, и МВД, и Федеральной службы безопасности. При этом в своих мошенничествах они используют программы, которые подменяют номер. И используют для этого реальные номера и дежурных частей, и номера каких-то официальных, которые расположены, точнее размещены на официальных сайтах. Используют их. И люди даже, когда с ними сталкиваются, они делают очень просто. Вместо того, чтобы позвонить на этот телефон, либо позвонить на телефон доверия Министерства внутренних дел 42 22 22, если мы применяемся здесь в республике, они смотрят в интернете, что действительно такой телефон существует, и начинают им верить.
После того, как хотя бы несколько слов они сказали, попадаются на удочку, и после этого они становятся ведомыми, и мошенники их прямо ведут, передавая из рук в руки. От службы безопасности банка к сотруднику правоохранительных органов, от сотрудника правоохранительных органов к сотруднику какого-то операционного отдела и так далее, и так далее. В конечном итоге убеждают людей расстаться с их кровными деньгами. И не только с, которые сейчас находятся у них, но и взять кредит, и этот кредит также отдать мошенникам. Есть ли у нас пострадавшие от новых видов мошенничества, к примеру, вот с QR-кодами, с введением этой системы? Расскажите о таких преступлениях вообще у нас, есть ли они в Якутии? По QR-кодам, что хотелось бы вот здесь сказать. У нас есть определенная информация по QR-кодам, которые люди хотят приобрести, эти QR-коды. Мы их тоже отрабатываем. Очень часто это мошенники. Даже не часто, это 99% и 9,99. Заходят на сайт, продадим вам QR-код, люди перечисляют туда деньги, соответственно, ни QR-кода, ни денег. Люди, правоохранительные органы с такими вопросами не обращаются, потому что практически все знают о том, что сейчас QR-код, он приравнен к официальному документу. И использование заведомо подложного QR-кода может нести как административную, так и уголовную ответственность. Меняется ли раскрываемость преступлений? Раньше была очень низкой. Хочется узнать сейчас, как у нас идет дело с раскрываемостью преступлений именно в этой сфере кибермошенничества. Относительно высокая раскрываемость на территории Республики Саха-Якутия. По итогам 11 месяцев эта раскрываемость составляет 38,8%. Вроде бы цифры небольшие, но что, конечно, на это влияет? Потому что очень много звонков из других регионов. Мы ездим в командировки, устанавливаем людей, потом их привозим сюда. Это, конечно, влечет и большие расходы, но МВД по республике идет на эти расходы. И поэтому раскрываемость, она вот на фоне других достаточно высокая. Мы входим в десятку лучших на территории Российской Федерации по раскрываемости интернет-мошенников. Приведу определенные примеры. Вот у нас в Намском районе, уже ставшая достаточно известным, ситуация с женщиной, которая доверилась мужчине в ходе телефонных переговоров, переписок, перечислено ему более полумиллиона рублей. Наши сотрудники выехали в командировку, в центральном регионе задержали этого человека, и по факту он оказался нигерийцем. Да, чернокожий человек, привезли его сюда, в Намцы. Семья оказалась достаточно зажиточной у него в конечном итоге. Выплатили денежные средства этой потерпевшей женщине. Самого его осудили на 3 года, условно с испытательным сроком на 2 года. Но не все истории так заканчиваются, причем далеко не все. Есть абсолютно в том же Намском районе абсолютно противоположная история, когда мужчина, имеющий высшее образование, взял кредит, перечислил деньги мошенникам, воспользовавшись каким-то инвестиционным, опять же в кавычках, сайтом, который заманил, деньги перечислил, обратился в правоохранительные органы, дело возбудили, но пытливый ум все-таки не давал ему покоя. Он же как человека обманули. Начал искать возможность вернуть эти денежные средства, а сейчас есть понятие таких двойных мошенничеств или двойных потерпевших. И в интернете натыкается на объявление о том, что всех потерпевших там от мошенничеств просим обращаться по такому-то там либо номеру телефона. Совершенно верно, да. Мы предоставляем квалифицированных юристов, на него выходят, он перечисляет им 100 тысяч рублей за юридические услуги. После этого ему говорят, для того, чтобы документы к вам пришли, и мы не воспользовались почтой, это будет стоить более 200 тысяч, вам надо заплатить за курьера, еще 84 тысячи. В конечном итоге он заплатил еще 184 тысячи рублей. Соответственно, сайт закрылся, телефоны перестали отвечать. И таких, к сожалению, все больше и больше. Если говорить в целом о Якутии, в каких районах население чаще всего подвержено становиться жертвами киберпреступлений? Но если говорить о каких-то, может быть, цифрах, может быть, ежедневно или в неделю, сколько преступлений фиксируете и на какую сумму примерно? Вы знаете, все зависит от профилактики. Конечно, больше всего подвержены жители центральных регионов, центральных районов нашей республики. Это Нерюнгри, Алдан, Мирный, Ленск и основной это Якутск. Но я хочу сказать так, что с развитием интернета нет на сегодняшний день ни одного фактически района в республике, да, где хотя бы одного преступления не было зарегистрировано в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.
Антирекорд мы поставили буквально где-то в республике, поставили где-то примерно 2 недели назад, это 9 преступлений за одни сутки. Усилили профилактику, снизили вот сегодня одну. Кстати говоря, о профилактике. Какие методы профилактики ведете? Расскажите об этом подробнее. Или появляются какие-то новые, может быть, методики, пояснения людям, как вести себя в подобных случаях? Вы знаете, как когда-то говорили, там вот так называемые шлягеры, когда звучали, вот звучит разве что не из утюга. Сегодня практически на всех и на интернет-сайтах, и в телевидении. И вот сегодня мое с вами интервью. Все сведено к профилактике. Недавно у нас проходили рейдовые мероприятия, в ходе которых раздавали всем флаеры с информацией, как не стать жертвой мошенника. Банки рассылают смс-ки, что никому никогда не давайте там CVV-код, который на обратной стороне. Никогда никому не говорите номер своей банковской карты. На каждой банковской карте на обратной стороне, кроме вот этих CVV-кодов, много там цифр, букв, есть еще телефон горячей линии любого банка. Просто позвоните туда. Ничего сложного нет, звонок бесплатный. Есть телефон 02, если с мобильного звонить 020. Есть 112 номер. Есть телефон доверия МВД по Республике Саха-Якутия, это 42 22 22, код 411-2. Позвоните, вам все объяснят о том, что ни сотрудники правоохранительных органов, ни банковские работники не просят номер банковской карты, не просят CVV-код, не просят положить деньги куда-то на какие-то так называемые безопасные счета. И это нужно учитывать всегда в разговоре с любыми и предупреждать близких, потому что в интернете, я думаю, вы видели ролик, когда женщина идет, ее там сначала женщина пытается убедить, что не надо, что она становится жертвой мошенников, потом банковские работники, и все равно она кладет деньги на счет мошенников. Через 3 дня, как я знаю, она обратилась в полицию о том, что ее обманули. Но какие рекомендации вы можете дать людям, чтобы не стать жертвами мошенников? Если вам позвонили, если вас пытаются вот обмануть, никогда никому не говорите ни номер банковской карты, ни вот эти 3 заветные цифры на обратной стороне банковской карты, ни свои банковские реквизиты. Позвоните по телефону либо в банк, либо просто наберите 02. Даже любой оператор 02 вам скажет о том, что это мошенники. Но что делать человеку, если он уже стал жертвой мошенников? Какие меры предпринять в первую очередь, ну и в последующую? Вы знаете, в медицине есть такое понятие «золотой час». То есть, когда человека хватил удар, идет счет на минуты. То же самое, та же самая ситуация в правоохранительных органах. Чем раньше вы обратитесь в правоохранительные органы, тем шансы, что мы их найдем, и вероятность возврата ваших денежных средств, она как бы будет все более и более положительной. Владимир Михайлович, спасибо, что пришли к нам, нашли время. Желаем вам дальнейшей успешной, плодотворной работе в вашем нелегком деле. Спасибо. А я напомню о киберпреступлениях и борьбе с ними. Нам рассказал заместитель министра МВД по Якутии Владимир Арбузов. Вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь с нами.